Девочки, будем готовить с вами ужин на ифтар, чтобы к 6 часам все было горячее, вкусное, чтобы не подогревать даже, чуть после 6. Очень свежее мясо, прямо вкусно пахнет на косточках. Сейчас помою и поставлю вариться. В общем, девочки, все как всегда. Поставила вариться мясо, как закипит, снимем пенку и пусть варится часа полтора. Мои любят, чтобы было мясо мягкое, отходило от костей. Дальше придумаем. Или галушки, или просто суп такой, чтобы бульон был. Что-то мама галушки не хочет, я не знаю, что они хотят даже. Что-то жидкое хочет на ифтар. Вся больная, а держит месяц уразумная мама. Вы хоть ее поругайте. Очистили картошку, лук и морковку. Будем делать просто чечевок, наверное. Шурпа. Или обычный суп. В общем, без ничего лишнего. Мама так и не сказала, что она хочет. Я хочу жареное мясо, но она хочет жидкое, поэтому я лучше для нее приготовлю что-нибудь. А для себя завтра. Девочки, хорошо обжариваем лук. Нарезала так. Довольно крупно. Так, сейчас покажу вам кастрюльку. А тут уже пора снимать пенку. Пока возимся, время идет. Раз, и все будет готово. Кстати, на этот суп можно лук вообще не жарить, а целую луковицу закинуть в кастрюлю. Но мы так не любим, честно говоря. Я вареный лук вообще не люблю. Так что делаю как-то по-своему. Лук хорошенько обжариваем, добавляем морковь. И до золотистого цвета обжариваем уже все вместе. Пенку уже сняли, мясо варится. Девочки, пыталась приготовить в средней кастрюле, но кажется, не поместится. Потом у нас будет тут скандал. Вот хотела я приготовить мало, но у меня не получается. Сейчас куда добавлять картошку? Некуда, придется переливать. И так каждый раз. Не умею я готовить в маленьких кастрюлях и в маленьких объемах. А вдруг гости придут, кто его знает. Правильно же? Правильно. Лучок выключаем. А то я люблю жирить все. Сделали зажарку, мясо варится. Девочки, поздравьте меня, вся картошка поместилась. Да, ужасно. Слава Богу. Сейчас минут 30 картошка поварится, мясо еще разварится. Добавим зажарку и через 5 минут после зажарки выключим. И все. Соль, перец по вкусу. Самый обычный суп. Нох чечуарк называется, или шурпа, или кто как хочет. Я, честно говоря, вообще не хочу, но старики любят жидкое, пришлось приготовить так. Девочки, а хотите посмеяться? Помните, я новую клеенку постелила? Вернее, она была новая, но давно лежала, мама ее не стелила, я ее постелила. Але оп, а вот и старая. Сверху новая, мама постелила старую. Вот так вот жить с пожилыми людьми, они со своими капризами. Ей надо, чтобы все было новое, чистое, аккуратное. Для кого это хранить, скажите мне, пожалуйста. На Маркнеш я еще какую-нибудь куплю красивую, дорогую. Хотя мне это нежненькое кажется. Когда стелила, и там мне нравилось с цветочками. Но она быстро надоедает, если честно. Так что вот такие дела. У пожилых людей свои капризы. Готовьте с удовольствием.
девочки, мясо уже разварилось, отходит от костей, мягкое. Можно кушать губами, а не зубами даже. Вот сейчас добавила зажарку, через 5 минут выключу и дам настояться еще минут 5-10. Все, наш суп готов. А пока делаю вот такой салатик. Очень легкий и простой. Мама его тоже любит. Девочки, все поперчили и выключили. Наш суп готов. Надеюсь, всем понравится. Накрываем крышкой и даем настояться. А теперь показываю. Открыла вот такую вкусную аджику. Я ее готовила сама в этом году. Но все делала примерно на свой вкус. Но получилось остро и вкусно. А салатик, сейчас я вам расскажу, что я добавила. Фасоль, вареные яйца, соленые огурчики. Мама лук еще нарезала, хотя обычно я лук не добавляю, но я добавила. Потом добавим сухарики перед подачей и заправим майонезом, и все. А вообще делают его просто из фасоли и сухариков, и майонеза. Все, девчонки. Пробуйте, готовьте. Готовьте с любовью для своих родных и близких. Гозю укрыл сера. Я добавила 2 пачки сухариков. Все равно скоро будет азан. Мама сделает ламаз и будет кушать. Они не успеют как бы стать мягкими, они не успеют. И майонез. Вот, девочки, сухарики у нас хрустящие, будут вкусные. Но я вам советую с такими сухариками, не ржаные, как я вам показывала, хрустяшки. А так, кто-то любит белые. Вот я один раз делала с белыми, нам вообще не понравилось никому. Они слишком размокают. А эти хрустящие долго остаются. Я даже не солила и не перчила, честно говоря, потому что огурчики соленые. Перец можно чуть-чуть добавить сверху. Слышите, как тах-тах-тах хрустят. Хлеб крошится, но он вкусный, отрубной. Салатик положила. Сейчас, пока она будет делать ламаз, налью супчик, положу мясо и чуть-чуть зелени посыплю. Я зелень не люблю, но мама любит. А кто любит, по вкусу добавляйте всякие приправы, лавровый лист. Мы это все не любим. Только соль и черный перец. Вот так что. Masser mag niet snel bobbelde zonder konden. Красота. Ничего сверхъестественного, конечно. Но надеюсь, что все будет вкусно. Сейчас еще зелень сыпу.
Девочки, мама делает ламаз. У нас все готово. У нас не ресторан, нет каких-то изысков. Я не фудблогер, я не шеф-повар. Но я люблю так, как готовит моя семья, как любит моя семья, как ей нравится. Готовлю так, как любит мама. Короче, все для бабушки и дедушки. Сейчас она попробует и скажет. Да, ну как, на твой вкус? Ну, конечно, на камеру по-другому и не скажешь, люди подумают. Но вообще она у нас очень капризная девушка, я вам скажу. Вон, видите, по клеенке даже можно понять, кто тут у нас командир. Но она хотела наваристый, насыщенный суп. Может, это и не ногчи чуарпа, и не шурпа, но очень вкусный и полезный. А мясо разварили, не знаю до какого состояния. Воза ил. Массер мархниш дал обалдел, визамдел, амархи дал обалдел. И дорогие ученики Лейлы Мухадиновны, скажите, чтобы она не держала месяц. Она себя очень плохо чувствует. У него головокружение усиливается. Алдир, царь Эльч, в общем, мастер Махниш обалдел. Не буду никому мешать. Розу и Лошану. Элхамдулилла, Рёлша дал бухастан. Элхамдулилла.